Знаете, что такое вера Иакова? Это способность превозмогать, преодолевать, бороться и побеждать. Настоящий муж веры или настоящий человек веры – это человек-борец, это человек, который воюет, это человек, который не соглашается с чем-то малым или с чем-то скудным, или с чем-то, что не получилось. Это человек, который не опускает своих рук. Когда мы говорим о вере, когда мы говорим о Боге, в которого мы верим, этот Бог, который называл себя Богом кого? Авраама, Исаака и Иакова. И эти три персонажа, не зря про этих трех персонажей практически вся книга «Бытие». И читая об этих людях, ты понимаешь, что взять какой-то кусочек из жизни этого человека и сказать, вот здесь, вот в этот момент жизни, или вот здесь, вот в этой сфере жизни он имел веру, это будет неправильно или неверно. Потому что это были люди, жизнь которых говорила о том, что вера – это образ жизни, вера – это каждый день, вера – это с детства, вера – это навсегда, до самого последнего момента, до самого последнего дня твоей жизни. Когда мы говорим о вере, вера – это не про формулы. Когда мы говорим о вере, вера – это не про чувства. Когда мы говорим о вере, вера – это даже не про ситуации, когда все складывается хорошо. Вера – это прежде всего отношения с Богом. И глядя на этих трех персонажей, мы можем свидетельствовать о том, что эти три человека имели отношения, имели связь с тем, который является источником веры, с Богом. Сегодня мы будем говорить об Иакове. И когда ты откроешь послание евреям 11 главу, там очень интересно, опять-таки написано про Иакова. 11 глава, 21 стих, написано так. Иаков, находясь при смерти, или при смерти, благословил каждого из сыновей Иосифа и поклонился Богу, оперевшись на свой посох. Кто из вас может напомнить мне, что там за ситуация такая была, о которой здесь автор книги Евреям говорит, что Иаков делал это верой. Кто может мне напомнить? Он благословил, Библия говорит, каждого из сыновей Иосифа и поклонился Богу, оперевшись на свой посох. Что там за история такая была, о которой здесь Бог упоминает? Кто может напомнить мне, что там произошло? Еще раз. Сыновей местами поменял. Спасибо тебе, дорогая. Сыновей местами поменял. Когда этот человек лежал на смертном одре, и он сказал, я умираю, он попросил Иосифа, которого он назначил своим первородным сыном. Он сказал, ты будешь князем среди своих братьев, ты будешь главным среди своих братьев. Но он говорит, твои сыновья, они станут моими сыновьями. Он говорит, приведи их ко мне. Помните, он привел двух сыновей, Иосиф, и он поставил Ефрема и Манасию. Манасия был первородный. Он поставил его под правую руку благословения. И Ефрема он поставил под левую руку. Правая рука означала благословение первородного или благословение старшего, а левая рука, соответственно, благословение для младшего. Но что сделал Иаков? Кто мне может напомнить? Он скрестил руки, он скрестил руки и положил две руки совершенно по-другому, чем подвел под него внуков Иосиф. К нему подвели, под него. Под его руки, спасибо. Что это значит? Знаете, Иосиф, его сын, подумал, что он подслеповатый, что он уже просто плохо видит, и он пытался переложить эти руки, но что-то было в сердце Иакова, и он видел какие-то вещи об этих маленьких детях, об этих маленьких парнях. И он сказал, все правильно, не трожь мои руки, я делаю то, что я понимаю, то, что я вижу от Бога, и то, что я знаю об их будущем. И он благословил невероятным образом Ефрема как старшего, хотя он был младший, и он благословил особенным образом Манасию как младшего, хотя он был
старшим. Этот человек что-то видел от Бога. Этот человек что-то знал от Бога. Авраам что-то знал от Бога. Исаак что-то знал от Бога. Иаков что-то знал от Бога. Если ты сегодня движешься верой, ты, значит, что-то знаешь от Бога. Ты что-то получаешь от Бога. Вера без Бога невозможна. Вера без отношений с самим источником Божьих невероятных откровений невозможна. Поэтому запасись терпением, ищи Бога, сделай все для того, чтобы Бог был на первом месте в твоей жизни, чтобы Он прежде говорил, прежде чем это общество будет говорить, прежде чем твоя жена тебе будет что-то говорить, прежде чем какие-то люди, которые тебя будут окружать, они начнут что-то говорить в твои уши. Запасись терпением, надеждой, ожиданием того, что Бог говорит здесь, сегодня, внутрь тебя, в твои уши. Потому что с этого начинается вера. Скажи, со Слова Божьего внутри меня начинается вера. Сначала внутри тебя должно появиться какое-то откровение, внутри тебя должно появиться какое-то слово, которым ты будешь двигаться. История Авраама – это слова, которые он слышал от Бога. Он шел и в послушании делал. История Исаака – это что-то невероятное, когда он слышал от Бога, он шел и в послушании делал. И история Иакова – это слышать Бога и делать то, что ты слышишь от Бога. Скажи вместе со мной сегодня, вера – это слышать Бога и быть Ему послушным. Знаете, какая огромная толпа людей сегодня знает кучу разных откровений. Она может научить нас каким-то невероятным истинам. Есть куча людей, нас окружающих, которые говорят: не трогай меня, я и так знаю, как мне жить и что мне делать. Кто ты такой, что ты меня учишь? Это люди, которые, как им кажется, полны откровений. Но это люди, которые так никогда и не стали подобными Аврааму, Исааку и Иакову. Потому что эта троица, мало того, что они слышали, они шли и делали. Они шли и оказывались послушными. Сегодня мы несколько фактов про Иакова посмотрим. И потом закончим одним очень крутым местом Писания. Давай, пожалуйста, мне эти факты. Итак, первый библейский факт. Иакову было 15 лет, когда умер Авраам. За 2 года перед рождением Иакова умер Ной. Тыры-ды-дын. Эти отголоски прошлого, эти отголоски людей, которые что-то знали про Эдем, которые что-то знали про отношения с Богом, которые что-то знали еще о тех людях, которые жили вне греха. Эти люди все еще были в то время, когда был Иаков, или когда был Исаак, или когда был Авраам. Иакову было 50 лет, когда умер Сим, сын Ноя. Я думаю, как я уже в прошлый раз говорил, все эти истории о потопе, о допотопном времени, все эти истории об отношениях с людьми, они все еще были на слуху у людей. И эти люди, общаясь с теми невероятными героями веры, они, я думаю, в сердце полагали такие слова, что «я хочу знать Бога, я хочу ходить близко с Богом, как это делал Енох, я хочу жертвовать, как это делал Авель, я хочу трудиться всю свою жизнь, как это делал со мной». Я думаю, эти люди вдохновлялись историями определенными, и они делали какое-то решение, они делали внутри своего сердца какие-то правильные решения, которые потом влияли на всю их жизнь. Согласитесь, иногда ты приходишь на собрание, ты слышишь какие-то свидетельства, ты слышишь истории каких-то людей, или в YouTube, или читаешь из книг истории каких-то людей, которые тебя вдохновляют. И ты говоришь: я тоже буду жить так, как этот человек жил. Я тоже буду делать так, как делал этот человек. И знаете, у Иакова была возможность слышать обо всех этих героях. У Иакова была возможность делать правильные решения, зная историю этих героев. Иакову было 120 лет, когда умер Исаак. Дальше. Сам Иаков умер в 147 лет. Если вы посмотрите, жизнь у этих людей шла на спад. Да. То есть, если Авраам жил 175, Исаак жил 180,
Иаков здесь, Библия говорит, что жил уже 147 лет. К тому моменту Бог уже сказал, что я хочу, чтобы люди жили не больше 120 лет. К этому моменту жизнь человеческая, она стала все больше и больше укорачиваться. Младший из братьев-близнецов, это был Иаков, они родились с Исавом практически в один, как минимум они родились в один день. Я думаю, они родились в один час, потому что про него написано, что он вышел из чрева матери, схватившись за пятку своего старшего брата Исава, близнеца. Бытие 25 глава написано так, что он купил первородство у Исава. И это уникальное слово. Знаете, про этого человека, если мы посмотрим на эту историю, мы можем подумать, что это был суперхитрый человек. Но в этой же главе написано, что он был очень тихий, что это был человек не выскочка. Это был человек с таким набором, интересным набором характеристик или качеств характера. Но одно из качеств, которое было в сердце этого человека, он очень сильно жаждал всего, что было Божье. И он знал, что первородство что-то значит пред Богом. И он очень сильно хотел этого первородства, потому что он понимал, что за этим будет стоять Божье благословение. У меня сразу же вопрос к каждому из вас, к тем людям, которые смотрят меня в YouTube. Есть ли внутри твоего сердца страстное желание к чему-то Божьему? Когда мы говорим про Авраама, Исаака и Иакова, это были люди, про которых написано, что они были странники и пришельцы, потому что они ждали, когда они попадут в город, архитектором которого является Бог. Они жили какими-то небесными ценностями, они не цеплялись за эту жизнь, они видели Бога, творящего перед собой, и они говорили: Бог, все, что твое, это дорого для меня, все, что ценно тебе, все, что ты любишь, все, о чем сегодня болит твое сердце, или, может быть, ревнует твое сердце, я хочу, чтобы мое сердце об этом болело и ревновало. Это люди веры всегда имеют внутри себя. Следующий факт. Он получил благословение первородства от отца. И это тоже было не совсем честно, не совсем, скажем так, не совсем легитимно, но он шел до конца для того, чтобы получить это благословение. Не потому, что он хотел, знаете, вот он хотел больше денег, чем у его брата Исава. Он хотел чего-то Божьего, что было у Исаака. Он хотел чего-то Божьего, что сам Бог обещал когда-то их дедушке Аврааму. Интересно, что про него написано в 28 главе, что он видел Божье сновидение и слышал обетование Божие и заключил завет с Богом. Я тоже этой ночью, кстати, видел одно Божие сновидение. Я с вами поделюсь, как один из старцев, видящих сновидения. Чуть попозже, просто терпение немножко. Он видел Божие сновидение, слышал Божие обетование и заключил завет с Богом. Завет с Богом – это когда Бог тебя касается невероятно. Ты переживаешь какие-то внутри себя, может быть, позывы или какие-то побуждения, и ты делаешь клятвы перед Богом. И он сделал клятву, он сказал: Бог, если ты дашь мне возможность вернуться снова на это место, если ты дашь мне возможность оказаться живым, я приду. И он обещал Богу там 10-ю часть от всех доходов, он обещал ему, что он будет ему поклоняться и т.д. и т.п. Он обещал ему то, что делают все новозаветные христиане, когда принимают крещение. Следовать за Христом безоговорочно всю свою жизнь. Следующий факт. 14 лет работал на своего дядю Лавана за жену Лию и Рахиль. Он за Рахиль работал первые 7 лет, но вторые 7 лет ему опять пришлось за Рахиль работать. Ему подсунули не ту, о которой он всю свою жизнь мечтал. Все время мечтал. Все эти 7 лет, во всяком случае, мечтал. 14 лет готов ты работать за свою жену? Ого, это уже будет дорогая жена. И ты уже не просто будешь называть ее «молчи, женщина». Ты будешь говорить: молчи, дорогая жена моя.
Да, драгоценная моя, потому что она чего-то тебе будет стоить, она будет как-то весить в твоей жизни. И знаете, интересно, Бытие 30 глава, этот человек был отцом визуализации. Осуждаю визуализацию вне Христа и вне Бога. Потому что есть одна только божественная визуализация, и она совершенно сегодня не про те проповеди, которые говорят сегодня многие модные проповедники. Когда они говорят, хочешь себе какую-то машину, просто визуализируй ее утром, просыпайся и видь эти два слова Range Rover. Многие проповедники сегодня просто заставляют людей ерундой страдать. Но Иисус говорил немножко по-другому про визуализацию. Он говорил, я творю то, что я вижу у Отца моего Небесного. То, как я вижу творящим Отца моего, я это и делаю. Вот божественная визуализация. Визуализируйте сегодня те вещи, которые Бог нам обещал, друзья. Надо визуализировать только то, что ты находишь в Писании. Написано, что я и весь мой дом будем служить Богу. Вот это и визуализируй. Своих маленьких деток, смотри на них, провозглашай о них, говори о них, думай о них, как о людях, которые вырастут и будут служить Богу. Ни греху, ни миру. Не чему-то другому. Знаете, многие люди, они довели эту визуализацию до бреда собачьего. По-другому это не назвать. Люди визуализируют, там, я к одному зашел, у него на холодильнике дом, яхта, машина. Я говорю, это что? Это я визуализирую. Чего? Я это представляю, я об этом думаю. И знаете, один чувак там вообще говорил, надо идти в какой-нибудь автосалон, садиться в новый автомобиль, там Toyota Land Cruiser 300, например, сидеть, щупать, вот эти чувства переживать, визуализировать и говорить, это скоро станет моим. Да Бог тебе этого никогда не обещал. Хочу тебя расстроить. Бог нам говорил другие вещи. Он говорил, идите и проповедуйте Евангелие. Как моим словам веровали, так и твоим словам будут верить. Бог сказал, возлагай руки на больных, и больные будут исцеляться. Бог сказал, из демонами одержимых, изгоняя бесов, они будут убегать во имя Иисуса. Бог сказал какие-то вещи о нас, как обещания, но Он не говорил о том, что, знаете, вот я родился на этой земле, я проживу такую счастливую, безбедную жизнь, я буду ездить на Ламборджини, буду жить, я не знаю, там, где-нибудь на островах, в какой-нибудь, на Мальдивах это низко, Алин, бери выше. Да, в Стамбуле это тоже это низко совсем. Знаете, многие люди, они путают визуализацию Божию с вот выдумками своего собственного эгоистичного, больного разума. Когда мы говорим про визуализацию, и мы прочитаем всю эту историю, эта визуализация связана с овцами. И он говорил своему дядьке Лавану, слушай, давай мы с тобой договоримся, следующие 7 лет, он уже отработал 14 лет, он говорит, следующие 7 лет я буду работать за мое наследство, которое я от тебя получу. И он ему сказал такие слова, это будет благословением для меня, все пятнистые, все в крапинку овцы, которые будут рождаться, они будут моими. И знаете, когда у тебя стада, например, белоснежных овец или черных козлов, однотонных, другими словами, ты на 100%, я тебе могу сказать, согласишься и скажешь, ху-ху-ху, конечно, братан, давай заключим с тобой договор. Все, кто будут в крапинку, все, кто будут пятнистые, все твое. И ты внутри счастливый, ты знаешь, что у тебя все однотонные в стаде рождаются. Но этот человек получил небесное откровение в 31 главе. Он рассказывает об этом, 7 стиха. Он говорит, Бог ему сказал о том, что когда на случку будут приходить бараны Лавана, овцы Лавана, Бог ему сказал положить перед их глазами определенные вещи. И это были там разные веточки,
обрезанные, каким-то специальным образом вычищенные. Он получил откровение от Бога. Он получил слово от Бога. Это было слово, которое изменило все. И знаете, что происходило? Когда самые крутые овцы приходили на водопой для того, чтобы напиться. Продолжить род, спасибо тебе большое. Продолжить род. Этот человек по Слову Божьему просто клал перед ними веточки, клал перед ними какие-то ветви, которые он посрезал до этого. И потом эти однотонные овцы, походу, тоже визуализировали, да. Овцы однотонные рождали ребят в крапинку. Что происходило? Это было Божье Слово. Это было Божие небесное откровение. Друзья, визуализация – это хорошо, когда она в контексте твоих отношений с Богом. Ты получил слово от Бога, ты получил идею от Бога. Я помню, когда я лежал с поломанным позвоночником, я получил слово, когда я читал Евангелие от Матфея, когда я читал первое послание Петра, я получил слово, что оказывается Иисус на Голгофском кресте, Он понес немощи моего позвоночника. И тот перелом, который мне диагностировали в этой больнице, этот перелом 2000 лет назад уже висел на кресте, на Христе, на Иисусе. Он понес это на себе. И знаете, что я стал делать? Я стал визуализировать, как многие говорят, я не знал тогда такого модного слова, я просто стал представлять. Я закрывал глаза и говорил: Бог, заодно тебя благодарю, что ранами твоими я исцелился, потому что ты понес мои немощи и болезни на крест. И я видел 3 своих поломанных позвоночника на Иисусе Христе, на том противном Голгофском кресте. Я просто закрывал глаза, я говорил это, я провозглашал это. Это, может быть, было смешно и глупо, но это было то, с чего начинается движение Божие в твоей жизни. Ты имеешь слово, ты это слово начинаешь провозглашать, ты начинаешь ожидать осуществления этого слова, и это слово становится явью в твоей жизни. Но только слово. Знаете, я никогда не делал глупостей, когда многие люди говорят: а что ты не визуализируешь там себе вот это или вон то или третье. И я не знаю, как достучаться до человека и сказать ему: Бог-то мне не говорил этого. Многие люди, они визуализируют себя в каких-то там невероятных местах, визуализируют себя с какими-то невероятными женщинами, они визуализируют себя на каких-то невероятных автомобилях, да, там, на каких-то невероятных морях, они визуализируют себя людьми, которые ничего не делают, но у них пассивный доход $1 000 000, который вот так вот капает, и уже докапал до того, что на некоторых смотришь, как будто пробил голову, докапал. Друзья, визуализация – это когда ты берешь Слово Божие, ты принимаешь его как обетование, и ты говоришь: Господь, Ты сказал, поэтому я буду это видеть, я буду это ожидать, и я буду за это стоять, и я буду делать все для того, чтобы это стало частью моей жизни. Там есть у нас следующий факт. Он встречался с ангелами в Маханаиме. Бытие 32. Я не знаю, для кого-то это, может быть, что-то значит. Я просто факты разные говорю об этом человеке. Есть куча людей, которые каждый день с ангелами встречаются. Ну, на некоторых посмотришь, думаешь: ребят, мне кажется, передоз. Про этого человека написано, что он 2 раза встречался с ангелами и 1 раз в Маханаиме встречался. И в Бытие в 35 главе написано, что он пришел в одно место, которое называлось Гад. И он переименовал это место в Вифиль, потому что он решил, что он будет жить в этом городе, и этот город будет домом Божьим для него и для всей его семьи. Это основоположник всего движения Вифильного, которое существует сегодня. Сегодня куча церквей по всему миру, и вот отец этого движения Bethel Church, это для американцев, это отец этого движения Иаков. Шутка, конечно. Но на самом деле, когда мы посмотрим, как он переселялся в Вифиль, когда он понимал, что это то место, которое Бог для него приготовил, и Бог призывает его в это место, он сказал всем своим родственникам, всем тем, кто был его вот этим родством, он сказал: очиститесь все, оставьте всех иноземных божков,
Оставьте всю нечистоту за пределами этого города, а здесь мы будем поклоняться Богу. И когда он пришел туда, он поставил жертвенник, и он провозгласил, что это место, Дом Божий, это место, где Бог обитает явно с ними, с нами. Следующий факт. Давайте мы прочтем его из места Писания. Да, у нас там место Писания. Это, друзья, это факт, наверное, уникальный. Но если не самый уникальный. Бытие 46 глава с 1 стиха. Израиль отправился в путь со всем, что у него было. Пришел в Вирсавию, принес там жертвы Богу своего отца Исаака. Бог говорил с Израилем в ночном видении и сказал: «Иаков, Иаков». «Вот я», — ответил Иаков. Он сказал: «Я Бог, Бог твоего отца, не бойся пойти в Египет, потому что я произведу от тебя там великий народ, я пойду в Египет вместе с тобой, и я же приведу тебя обратно, и глаза тебе закроет рука Иосифа». Эти слова случились с Иаковом через несколько лет. Этот человек в конечном итоге, с ним именно так и произошло. Он еще не видел Иосифа, он еще не видел каких-то слов, которые Бог ему заранее сказал. Но он просто в послушании пошел в это странное место под названием Египет. Он пошел туда для того, чтобы встретиться с Иосифом. И он пошел туда, как Бог сказал, для того, чтобы там и умереть. И еще одно уникальное место Писания. Я хотел бы на этом особенно заострить свое внимание сегодня. Это история встречи Иакова с Исавом. 32 глава Бытие. Той ночью Иаков встал и взял 2 своих жен. Но если вы прочтете выше, там история большого страха, большого негативного, скажем так, ожидания, которое было в сердце Иакова. Он думал, что он сейчас вернется, а Исав, у которого он хитростью отобрал первородство, которого он надурил, когда отец их благословлял, Исав его прикончит. Он прибьет его за все те вещи, которые ему пришлось пережить. Потому что он чувствовал себя ограбленным этим человеком Иаковом. Так вот, у него было большое терзание души, и Библия говорит, той ночью Иаков встал и взял 2 своих жен, 2 служанок и 11 сыновей, и вброд перешел через реку Яблок. Яблок лучше звучит. Он перевел их через поток и переправил все свое добро. И вот Иаков остался один, и некто боролся с ним до самой зари. Увидев, что не может пересилить, он коснулся сустава бедра Иакова, так что бедро было вывихнуто, когда он боролся с ним. И он сказал: «Отпусти меня, потому что восходит заря». Но Иаков ответил: «Не отпущу, пока не благословишь меня». Он спросил: «Как твое имя?» «Иаков», ответил он. Тогда он сказал: «Отныне твое имя будет не Иаков, а Израиль, потому что ты боролся с Богом и людьми и победил». Иаков сказал: «Прошу тебя, скажи мне твое имя». Но он ответил: «Зачем ты спрашиваешь мое имя?» И он благословил его. Иаков назвал то место Пенуэл, сказав: «Это потому, что я видел Бога лицом к лицу и остался жив». Солнце встало над ним, когда он проходил Пениэл, хромая из-за своего бедра. Дальше мы не будем читать, там 1 стих остался. Что это за место Писания? С кем боролся Иаков? Что происходило здесь? Конечно, если мы понимаем, кто такой Бог, мы понимаем, что Иаков не мог бороться с самим Богом, потому что Бога невозможно победить. Сегодня, конечно, огромное количество людей пытается бороться с Богом, пытается Богу доказать, что я могу без тебя свою жизнь построить, я могу кем-то стать без тебя. Ты там сиди, занимайся своими делами, а я тебе докажу. Огромное количество людей, философия людей, она вообще такая, что человек, который слышит о Боге, или знает о Боге, или даже вырос в церкви, или в христианской семье, многие, они внутри себя делают такое решение и говорят: ну и что этот Бог там благословил как-то моих родителей, я могу быть хорошим человеком, я могу иметь много всего доброго и без этого Бога, к которому прибегали мои родители. Согласитесь, мы встречаем таких людей повсеместно.
Эти люди нас окружают. Когда ты говоришь с людьми о Боге, люди говорят: да мне не нужен Бог, я сам по себе, я хороший, и у меня все нормально, у меня все получается. Вы же знаете таких людей, я уверен в этом. И знаете, вот здесь, когда мы читаем эту историю, человек борется с кем-то, кто в ночном кошмаре, в его жизненном ночном кошмаре, он не знал, как ему дальше жить, он не знал, что сулит ему та встреча с Исавом, он был в тревоге, он был напряжен, и вдруг приходит некто и начинает с ним бороться. И Иаков борется с ним до последнего. И он понимает, что это духовное существо, Божие духовное существо. И это, скорее всего, был какой-то ангел, который в конечном итоге не мог одолеть Иакова, и ему пришлось Иакову ногу сломать, образно говоря. И что произошло? Иаков сказал: я тебя все равно не отпущу, даже хромоножкой, даже одноножкой я тебя все равно не отпущу. Пока чего? Пока не благословишь. Вот это описание сердца Иакова, вот это настоящая вера, вот это настоящая характеристика, о которой нам нужно просто задуматься и начать ревновать. Этот человек хотел всего, что есть у Бога. Этот человек цеплялся за Божье, цеплялся за самого Бога и говорил: я хочу всего, что ты мне можешь предложить. Я буду делать для этого все, чтобы увидеть, как твоя рука будет сопровождать меня, благословлять меня и будет по жизни со мной. Есть у тебя сегодня такая страсть в сердце? Вот это и есть характеристика человека веры. Муж веры – это человек, который продолжает очень сильно, каждый день, не вчера, не 10 лет назад, не 20 лет назад, а сегодня продолжает ревновать о небесных вещах в своей жизни. Который говорит: да мне не нужно никаких ни золота, ни серебра, ни домов, ни квартир. Я хочу одного – твоей славы на этой земле. Я хочу одного, чтобы имя твое прославлялось, чтобы тебя было больше, чтобы твоего народа было больше. Это люди, которые живут ради этого. Слышите, друзья? Иаков – это был человек, который болел небесными благословениями. Он хотел всего неземного, он хотел всего небесного, всего Божьего. Сегодня самая крутая молитва, которую ты можешь молиться, не о том, что ты можешь получить от Бога в сфере денег, в сфере каких-то там благословений, потому что это все само собой автоматически приходит. Библия говорит: ищите прежде всего, что Царство Божие, ищите прежде всего каких-то важных ценностей, которые ценны для самого Бога, которые ценны для Его собственного сердца. Когда мы читаем эту историю, я посмотрел это местописание, там стоит такое слово преодолевать. В одном из переводов написано, что он стал преодолевать этого некто, кто с ним боролся. И вот слово преодолевать — это значит быть способным, мочь, иметь силу или способности. Это значит превозмогать, это значит одолевать или терпеть, другими словами. К чему это все? Когда мы говорим сегодня о настоящей христианской жизни, это значит что-то мочь в Царстве Божьем. Когда мы говорим о настоящей христианской жизни, это значит преодолевать что-то на своем пути. Когда мы говорим о христианах, это не просто люди, у которых нет проблем. Это люди, которые встречаются с вызовами, сегодняшними вызовами. И вместе с Богом они способны это преодолевать. Они способны это превозмогать. Они способны побеждать, бороться и видеть результат своей борьбы. Знаете, настоящее христианство – это не когда у тебя все само по себе складывается. Это когда ты превозмогаешь самого себя, свои собственные грехи, свою греховную сущность, свою греховную природу. Ты борешься день за днем, месяц за месяцем, год за годом с какими-то твердынями в своей собственной жизни, с наследием, которое ты получил от греховной жизни своих родителей. Ты борешься, например, с нищетой, с долгами. Ты делаешь все для того, чтобы не сдаваться, а видеть победу. Ты постишься, молишься, потому что это обещание от Бога, что вместе с Ним ты будешь преодолевать и побеждать. Знаете, что такое вера Иакова? Это способность превозмогать, преодолевать, бороться и побеждать. Настоящий муж веры или настоящий человек веры – это человек-борец. Это человек, который
который воюет, это человек, который не соглашается с чем-то малым или с чем-то скудным, или с чем-то, что не получилось. Это человек, который не опускает своих рук. Можешь аминь на это сказать? Будь человеком, который сегодня продолжает бороться, который сегодня продолжает побеждать. По поводу сна. Сегодня ночью я видел этот сон, и он меня впечатлил. Это прикольный сон. Знаете, один человек, он жил на расстоянии от моего города, и он позвонил мне и сказал: я приготовил евангелизацию, я хочу, чтобы ты со своей командой, вы приехали и вы проповедовали Евангелие. И знаете, мы с несколькими ребятами из нашей церкви, мы готовились к этой евангелизации, мы собрались в парке, молились, обсуждали, как это все будет. Мы должны были вот-вот выезжать. И в этом парке шла дискотека. Танцуем. Сегодня мы, там немножко, может быть, другая музыка была, мне первая, которая приходит в голову. Это ребята там танцуют, они пришли себя показать, у них красивые движения, красивая одежда. И одна сестра оттуда выходит, которая когда-то была в нашей церкви. И она выходит оттуда, кто-то сказал. Да, и этот человек выходит оттуда весь разнаряженный, красивый, он кайфует, он танцует, он пришел понаслаждаться жизнью. И этот человек вышел, и он, знаете, такой улыбающийся, говорит: привет, мужа нет, никого нет, она там одна, хотя я знаю, это замужняя женщина. Есть, во сне даже она была замужняя, да. И мы с братьями сказали: привет, и пошли дальше, потому что у нас есть дело, которое нам Бог поручил. У нас есть вещи, в которых нам надо процветать, преодолевать, побеждать. Мы шли туда, где мы должны были завоевывать души человеческие. А этот христианин просто кайфовал. И этот христианин с такой философией, знаете, я проснулся и я понял, когда там еще продолжение этого сна было, я думаю, это лично для меня, но суть в том, что я понял, что сегодня христианство делится на две огромные подкасты. Касты. Если хотите. Одна каста людей – это люди, которые говорят: есть обещания, есть обетования, я буду за них биться, я буду искать сегодня чего-то небесного, я буду за это поститься, я буду на себя наступать, себя преодолевать в конце концов. А другая категория людей, которые говорят, у них такая философия: Бог мне должен сделать что-то в жизни, чтобы я жил счастливым, чтобы я кайфанул, чтобы я наслаждался жизнью. Это люди такие, сегодня ты их встречаешь, они говорят: мне не нравится то, что ты проповедуешь, слишком жесткие вещи. Мне нравятся другие проповедники, которые говорят о том, что когда ты с Иисусом, ты самый счастливый человек. И у тебя все само собой. Ты просто приходишь на танцы, ты танцуешь, ты в красивом платьюшке, ты дома сидишь, кайфуешь, а все само собой происходит. Все само собой на тебя льется. Хочу расстроить, дорогие друзья, хочу расстроить тех, кто смотрит нас на YouTube. Так не бывает. Побеждают только те, которые борются. Побеждают только те, которые преодолевают. Побеждают только те, которые, засучив рукава до самых плеч, они говорят: я готов пойти, я готов взяться за этот плуг, пахать, не отпускать. Я готов делать это до самого последнего вздоха в своей жизни. Это и есть вера Иакова. Аминь.